Дорогие мои друзья, это был Венер Тулькубаев с народным инструментом наших братьев башкир Курай. А теперь позвольте мне в первую очередь поздравить всех наших братьев и сестер мусульманских, наших родных людей, всех стран с праздником от всей души, потому что вы наши родные люди, по-другому не получается. Вы наша семья, мы огромная, не просто страна, мы огромное общество родных людей. И поэтому мы непобедимы, Всевышний с нами. Дай Бог вам всего самого прекрасного вашим семьям, вашим детям, вашим знакомым, вашим друзьям. Всего самого прекрасного, что можно пожелать. Спасибо вам огромное. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на общероссийском патриотическом фестивале «Батыр навеки», посвященному 270-летию юбилея Салавата Юлаева. Салават Юлаев – это национальный герой Башкирии. Батыр, поэт-сказатель, сясян, прославился как один из самых активных сподвижников Емельяна Пугачева в крестьянской войне 1973-1975 годов. Несмотря на свой юный возраст, он возглавил войско и повел его воевать за правое дело. Однако не только военными подвигами прославился этот отважный юноша. Он писал стихи на родном языке, прославлял свою отчизну, и без его творчества культура Башкирии утратила бы свою колоритность. Салават наш был герой, смело он ходил в бой. Он кольчуги надевал и к кунгуру подступал, 40 пушек заряжал. Так поется в народной песне
Салават наш был герой, записанный в 1924 году в Челябинской области. Итак, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на Всероссийском фестивале патриотическом «Батыр навеки». И для открытия фестиваля хотели бы пригласить наших почетных гостей на сцену. Бедюров Брантой Янгоевич, помощник главы Алтайской республики, заместитель председателя Союза писателей России. Шабанов Исмаил Мусарзаевич, эксперт Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Худайбердиев Ибрагим Хидирович, президент ФНК узбеков России. Также мы приглашаем на сцену Гамадову Падиат Качуевну, Сибагатулину Лутфулу Рамильевича и Кулику Владимира Николаевича, председателя Совета НКА Беларуси Москвы, врач-литератор. Прошу на сцену. Можно, да, говорить? Да. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Всем ассаламу алейкум. Я присоединяюсь к словам поздравления нашего ведущего. Так приятно совпало один из лучших праздников в исламском мире. Сегодня вот совпало на день рождения легендарного батыра башкирского, нашего братского Салавата Юлаева. Я, как советский человек, наслышан о героизме Салавата Юлаева. Мы даже в этих книгах, в этих писаниях воспитаны. Вот, и через века проходит героизм, подвиг подобных героев, как Салават Юлаев. В романах и писанинах Емельяна Пугачева некие восстания, которые он, как и сын башкирского народа, и как совестливый человек повел себя и свои соединения лучшим, достойным образом, пожелав значит, справедливость, равенство и героизм, и главным образом патриотизм своему народу. Эти подвиги сказались и обратно, когда отгоняли войска Наполеона до Парижа, где участвовали башкирские батыры в составе многонациональной войска российского. И это же сказывалось на характере бойцов по ходу Великой Отечественной войны. И сегодняшний день в зонах СВО наши братья-башкиры тоже наравне со всеми другими представителями многонациональной России на передовой. И с совестью, с чувством патриотизма за Россию борются, воюют. Мы регулярно получаем отрезки видео от определенных дозволенных размерах. И мы гордимся, что мы россияне. Вот поэтому сегодняшнюю знаменательную дату в честь дня рождения нашего Салавата Юлаева хотелось бы пожелать мира и благоденствия башкирской земле. Мы, как многонациональные представители многонациональной России, всегда будем с вами, ибо победа всегда будет за нами. Поэтому в сегодняшний день с радостью мы приняли приглашение нашей Гульсины Батыршиной. Вот. Нам очень приятно быть с вами вместе и в радостях, и в праздниках. И хотел бы вам объявить 21 июня, 2 часа дня, в этом зале будет проходить заседание, совещание антинацистской коалиции
большинства стран и народов. Образована такая структура и очень успешно работает. Поэтому, если у кого-то есть время, милости просим. Значит, это вот из уст наших бойцов, которые и на передовой, и изучают, анализируют как бы оперативную ситуацию на Украине. Вот. Все пришли однозначному мнению. Мы не враждовали с нашими братьями украинцами. Все зло исходит от нацизма, фашизма, англосаксского сатанизма, неких стран, которые привыкли прилететь, разбомбить и улететь обратно. Это Соединенные Штаты Америки. Поэтому созданная структура, антинацистская коалиция большинства стран и народов, нацелен объединять все здравомыслящие силы этого мира, противостоят нацизму и фашизму. Буквально недавно, побывав в составе делегации Ассамблеи народов России в Беларусь, мы посетили Хатын и посетили многие места, историческая память у нас освежилась, вот, но прослезились практически все. Значит, были с нами и сенаторы, и депутаты Государственной Думы. Вот ту историческую память, которой мы увидели, как бережно хранят белорусские народы, многонациональный белорусский народ, стоит дорогого. И они тоже говорят, однозначно наш враг, нацизм и фашизм, она не имеет предела срока давности. Он каким был, зоологическим шовинизмом занимались, вся конструкция пропитана именно этим понятием. Вот поэтому, друзья, мы вместе с вами, значит, по указу нашего Верховного Главнокомандующего, защитим наши земли, защитим наши народы, мы защитим свои историко-культурные ценности, которые досталось в том числе от Салавата Юлаева, и в том числе достались от наших предков. И мы вот такие, мы не продаемся, мы не предатели, мы чтим эту память вот, наших предков и сохраним с благодарностью для будущих потомков. Спасибо вам, с праздником всех вас! Батыр башкурлар, карындаш тугандар, я давно не выступал перед башкирской аудиторией, этот момент сегодня настал, и он связан, естественно, с именем великого батыра не только башкирского народа, а всех народов нашей страны. Любой образованный человек, знающий маломальскую историю, не может не знать имя великого героя Салавата, а вы являетесь их сыновьями и дочерьми, которые достойно продолжают честь и совесть, историю башкирского народа. У нас на Алтае есть река и село, при произнесении которого может вздрогнуть сердце любого башкира. Это село, эта река называется Курай. Почему называется Курай? Вот сказали, Ибрагим Худайбердиевич, я поддерживаю вас. У нас в России, на территории исторического Советского Союза, проживает множество народов и этносов. Но у нас нету ни одного лишнего народа. И каждый наш народ по-своему уникален и неповторим. И это в полной мере относится и к башкирскому народу. Я не случайно сказал не башкортар, а башкурлар балтайский. Потому что когда наши деды, великие гунны, которые 200-300 лет на востоке держали
оборону, имели свою великую государственность. Это был многоплеменный народ. И когда их часть шла на запад, и они дошли, потом уже через 2-3 столетия дошли до Дуная, это территория нынешней Венгрии, вы знаете имя Аттилы. Так вот, авангард гуннов назывался башкуры. Потому что на нашем языке сохранилось слово кур, не корт, волк, а именно кур это означает племя. То есть главное авангардное племя, потому что башкиры еще в те времена отличались военной доблестью. И входя после этого в течение многих веков в состав разных государств, башкирии сохраняли свои эти качества. Не только, и почему вот в 1812 году, когда объединенная Европа, которая пришла в Россию во главе с Наполеоном, была разгромлена, именно башкирские войска получили право первыми войти в столицу Европы, Париж. Тогда не было политиканства. Башкирские, калмыцкие отряды были в составе казачьих войск. Поэтому они среди этих войск отличились особой доблестью. Поэтому они получили право первыми войти в Париж. Не потому, что царь Александр I хотел показать, что он владыка великого разноплеменного Востока, а каждый народ оценивали по достоинству. То же самое было и в Великой Отечественной войне. Но тогда уже была политика. Почему-то выбрали, кто установил красное знамя над Рейхстагом, Егорова и Кантарию. Это был подхалимаш перед Сталиным. А мы знаем о том, что уроженец Башкирии, Загитов, первым установил красное знамя. Там, конечно, разные группы шли, пробивались боями, но это факт. А потом замолчали, потому что он был родом из Башкирии, не из Грузии. Вот. Но мы не обижаемся, на обидчиву ходу возят. Поэтому башкиры это тоже должны помнить. Вот. И мы следим, естественно, я представляю и тюркские народы, и не только тюркские, как секретарь Союза писателей, как лидер Конгресса тюркских народов, я знаю ситуацию у всех наших народов, в наших республиках. Башкирия была первой республикой, которая была образована в составе Советской России. Но тогда, конечно, были сделаны ошибки красными, там и Колчак был, и белые, и красные. И поэтому вот так получилось, что многие башкирские коренные земли остались за территориями Башкирской республики. Потом они должны были это исправить, но так и вот это все осталось, и эта проблема и сегодня остается. Башкирия является выдающейся республикой, богатой, промышленной, как раз на полпути между азиатской и европейской частями России. Среди башкир очень много нефтяников, газовиков, промышленников и так далее. И на земле Башкирии тоже очень многие люди глаз положили. Мы знаем, что у вас происходило за последние годы. Но надо, естественно, это поправлять. Нельзя, чтобы башкирской землей торговали, управляли и так далее. Всякие случайные люди сейчас, к счастью, после выборов 17 марта, вот вы видите, уже началась систематическая борьба с коррупцией и так далее. Я думаю, что и в Башкирии тоже будет со временем в этом отношении налажен порядок. Я не скажу, что в Башкирии именно хуже, чем страна у нас одна. Экономические, социальные проблемы везде одинаковые. Но вот именно культурная, вот эта составляющая, она является особенностью каждого народа. Я помню, как мы 40 лет назад почти провели блестящие дни литературы и искусства нашей Алтайской республики, Башкортостане. Я тогда написал слово Башкирии. Как-нибудь надо будет этот текст вам переправить снова, потому что выросло молодое поколение, но не знает. Это, а потом были великолепно все ваши во главе с Мустай Каримом, башкирские писатели у нас провели тоже дни литературы, Башкирская АССР у нас. И вот эту традицию нам тоже надо сейчас восстановить. Сейчас, наоборот, легче проводить. Созвонились, договорились,
А раньше нужно было через Москву это делать. Вот эти все хорошие... И мы узнаем друг друга. Мы узнаем друг друга именно через культуру, через слово, через язык. А именно культура, язык, государство скрепляет не меньше, я скажу, а больше, чем армия, больше, чем финансисты, больше, чем дипломаты. Поэтому в этом отношении вы, представители искусства Башкирии, тоже здесь, столица нашей Родины, выполняете свою благородную, большую роль. И мы видим, радуемся, что у вас башкирский язык, башкирское искусство, башкирская литература развивается в лице новых поколений. Спасибо вам. Алкыш болсын по-алтайски говорят. И с праздником вас сегодняшним, Курбан-байрамом. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас. Сегодня как раз и Курбан-байрам, и день рождения великого башкирского полководца Салавата Юлаева. Это действительно очень приятный день. Мы сегодня присутствуем в таком замечательном празднике. И, можно сказать, и такой, и замечательный, и сакральный, можно сказать. Знаете, когда я читал про Юлаева, действительно, когда говорим, что Россия многонациональное государство, это не просто слова. В лице Салавата Юлаева и очень многих таких людей за укрепление, за сохранение государственности России, они проливали очень много крови. Они были преданными этому государству. Именно таких людей, как Салават Юлаев, они как раз возложили межнационального согласия, межнациональную дружбу в Российской Федерации. И благодаря тех традиций сегодня как раз они прекрасно положили прекрасные традиции. Именно благодаря этого сегодня я часто слышу, что башкиры одни из лучших бойцов СВО в Украине. Вы знаете, наверное, да? Это не просто так. Я часто это слышу, они лучшие бойцы. Это как раз это и есть традиция Салавата Юлаева. Этим надо гордиться. Мне об этом очень приятно говорить, между прочим. Поэтому и я убежден в том, что я часто, между прочим, когда говорю, что, ребят, никогда, вот это у нас есть много, в России живет очень много народу, да? Никогда эти народы не стали причиной развала России, или они не стали ослаблением России. Они наоборот укрепляли Россию. Вы посмотрите даже развал Советского Союза и обратите на цифры в референдуме. Даже посмотрите. Ни одна республика не голосовала за развал Советского Союза. Мы всегда были преданными. Поэтому и на сегодняшний день, между прочим, то, что наш президент сегодня уверенно выступает, уверенно предъявляет ультиматум, это благодаря межнациональному согласию. Потому что наш президент уверен, внутри, в России, у него все в порядке. И всегда, в любое время, мы, несмотря сколько нам лет, в любое время, если наш президент прикажет, мы всегда будем рядом с ними. И мы всегда его поддержим. И спасибо, дорогие друзья, спасибо, что нас пригласили. И мы гордимся вашими героями, нашими героями. Это на самом деле это не башкирский герой, это наш общий герой. Мы его все любим, это наш герой. Мы гордимся Юлаевым. Поэтому спасибо вам большое, благодарю вам. Спасибо. С праздником вас. Приветствую всех участников Всероссийского патриотического фестиваля, посвященного 270-летию со дня рождения Салавата Юлаева. Меня зовут Владимир Кулик, я в НК Беларуси Москвы, в Совете НК Беларуси Москвы занимаюсь литературно-художественной деятельностью. И очень рад, что меня тоже пригласили. Я здесь был на фестивале «Белая юрта». Первый фестиваль был «Белая юрта» недавно, совсем два месяца назад. Здесь же познакомился с Гульсиной Патершиной. И хочу передать
раз уж литературно-художественное направление, Гульсине передать вот эту книгу, называется «Памятные места». Белорусские места в Москве. Мы также делаем книги, посвященные и другим местам национальным, культурным. И я работаю в госпитале ветеранов войн, врачом, вот одновременно веду такую общественную работу. Проанонсирую тоже, что мы готовим книгу к десятилетию фольклорного коллектива «Актирмы». Да. Книга еще чуть-чуть небольшой требует доработки, и в течение, я думаю, месяца, в июле мы ее опубликуем. А электронный вариант будет бесплатный, для всех доступный. Вот. Спасибо большое за приглашение. Хочу еще сказать один такой момент. Мы берем интервью у участников Великой Отечественной войны, в том числе и недавно. Бралось интервью у Николая Петровича Теплотанских, 98 лет. Это простой парень с Урала, со Свердловской области. Он как танкист в 1944 году, не будучи еще 17 лет там, и 10 месяцев, еще 18 лет, он вступил в сражение и освобождал Белоруссию, Прибалтику и участвовал в освобождении Восточной Пруссии, Кёнигсберг. И вот когда я был у него дома, брал интервью, и мы готовили тоже книгу, последний был вопрос, я говорю, заключительный вопрос: Николай Петрович, что бы вы могли пожелать нынешнему поколению? Он сказал, что хорошо учитесь, работайте на благо Родины и дружите, потому что только благодаря дружбе мы победили. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Хаумагат кадрлы милләттәшләр, кунаклар, ватандашлар. Здравствуйте, дорогие друзья, гости. Вот сегодня, как уже правильно сказали, такая сакральная дата. 270 лет со дня рождения нашего великого военачальника, полководца, предка нашего великого. И сегодня же совпало то, что сегодня Курбан-Байрам. Это очень знаменательное событие. Память о Салавате Юлаеве, она шла от матери к детям, от детям дальше к правнукам. И до сих пор мы чтим его как великого военачальника, как поэта, как человека, личность большой буквы. Он не только оставил после себя победы, он оставил после себя и культурное наследие, он оставил после себя песни, стихи, любовь к родине. И вот когда вот наш генерал Шаймуратов, вдохновлял своих воинов башкир, это 112-я кавалерийская дивизия, он говорил: потомки Салавата отступать не умеют. И действительно, вот эта вот фраза, она стала девизом для 112-й кавалерийской дивизии. И получается, что это вот единственная дивизия в Советском Союзе, которая получила максимальное количество героев Советского Союза. Это высшее звание. Герой Советского Союза. И эта 112-я кавалерийская дивизия доказала своим боевым путем, своими подвигами, победами, что мы действительно, наши потомки достойны зваться потомками Салавата Юлаева. Вот. И сейчас вот тоже вот иногда вот смотрю на YouTube, в телеграм-каналах, как наши вот участники СВО, Курай Мандары, это мелодия Курая на полях, они восстанавливаются, они поют о любви к своей родине. И вот это вот искусство, оно вот объединяет не только вот башкир, и всех народов. Все народы, как бы сказать, идем к победе за мир, за счастливое будущее. И вот нашим ярким лидером, ярким нашим героем является именно вот Салават Юлаев. И мы, коллектив Актирмы, очень рады, что вы пришли к нам, что вы почтили нас своим присутствием, делитесь с нами, мы с вами, соответственно, этим культурным наследием, как Салават Юлаев. Огромное вам спасибо. Вот. И, собственно говоря, я передаю микрофон. И подождите секундочку, я вот немножко забыл, я просто зачитаю стихотворение, которое мне очень сильно понравилось. На башкирском языке потом переведу. Бейікта ұсақ қотған құш, онан бейік ұсар ұлысын бар. Ұлысындан да бейік ұса тұрған, құш батығы қойғыр бәрекеті бар. Шул бәркетте егіт бұл, батыр бұл. Тайғанда таян достарға, яуда арсландай ажғылып, ян яумай ташлан дұшманға.
Ну, сейчас немножко поясню. Высоко летает ворон, выше ворона сокол, выше сокола могучий орел, царь птиц. Будь как этот орел, воином славным. В трудное время положись на друзей, в сражении будь как лев, не щадя жизни, бросайся на врага. Именно вот этим вот стихом, именно вот этой вот мыслью Салават Юлаев, на мой взгляд, сказал, что надо быть смелым, надо в дружбе всегда будет победа. Спасибо большое, Рамилевич. А сейчас, дорогие друзья, так, у нас подошла еще одна гостья, прошу вас. У нас торжественно идет часть открытия нашего фестиваля, поэтому прошу вас пройти. Сейчас, секунду. Патимат Качуевна Камадова, заслуженный работник культуры Дагестана, народный мастер России по прикладному искусству, заместитель главного редактора по культуре журнала «Союз национальностей». Спасибо большое. Приветствую всех, кто сегодня здесь присутствует. Я так думаю, что это сливки нашего общества сегодня. Говоря о культуре, говоря о тех мероприятиях, которые проводятся с большой буквы, хочу сказать, общественниками, это является обогащением нас, нашей духовной культуры, всех народов, которые объединяет нас. И на самом деле, знаете, вот если бы не вот такие мероприятия, я, когда училась в школе, я знала Салавата Юлаева как героя, как башкирского воина, по истории знала. И вот однажды было мероприятие, проведенное Гульсиной Батыршиной в Доме национальностей, и я тогда раскрыла для себя этого величайшего героя народов Башкирии, величайшего героя. Вот, вот такие вот мероприятия способствуют, опять же, знакомству и, опять же, обогащению духовной составляющей всех народов. И хотелось бы поблагодарить всех организаторов, которые... Вот сегодня День медиков, да, и там, и тут, и везде отмечают. Кстати, если кто есть медики, от всей души поздравляю. А вот День культурного работника мы почему-то очень скудно отмечаем. День культурного работника надо, наверное, очень обширно и очень богато отмечать, да, потому что мы являемся объединяющей силой для всех народов. Культура есть основа нашей духовной культуры, откуда мы черпаем родовые силы, мы поднимаем историю, мы копаемся, мы транслируем каждый свою культуру, свою национальную идентичность, просвещая всех и вся. И в этом контексте, конечно же, хочется особо отметить Гульсину Батыршину, которая просто, знаете, хочется сделать ей личный низкий поклон за всю ту работу, которую она проделала и делает. Какие шикарные костюмы, какой репертуар. Она затрагивает вот эту историю и поднимает наши родовые силы, откуда мы их черпаем. Гульсина Батыршина, тебе еще раз огромная благодарность. Эта женщина, знаете, это носитель культурного кода башкирского народа. Я бы вот так сказала. Спасибо вам огромное. Гульсина, у тебя столько друзей. Береги
других своих друзей. Благодаря им мы все растем. Спасибо вам. Спасибо огромное, спасибо. Так, а теперь, друзья мои, как, скажем так, представителю офицерского корпуса России, ветерану боевых действий, позвольте мне представить вам моего брата, настоящего героя Артема Петромовича. Он пришел сюда со своей семьей, он, находится на излечении, пожелаем ему здоровья. Тем, ты реальный герой, настоящий герой, кавалер ордена за доблесть и отвагу. Тема, брат, выздоравливай быстрее и давай к нам в Старый Кот. Спасибо огромное, Мариночка, спасибо огромное, вся семья. Спасибо вам, спасибо тебе, родной. Спасибо большое, Виктор Ахмед. Спасибо, куда убегаем? Куда? Вот от меня всегда убегают женщины, вы представляете? Все женщины от меня почему-то убегают. Даже вот Алиночка, самая лучшая и яркая поэтесса Москвы, вон сидит. Алина Варзар, друзья, тоже убегает.
Так, а сейчас прошу. Никак без чак-чака, друзья мои. Ну, никак. Спасибо огромное. Так, а сейчас сюрприз для вас. Ведущая наша необычная, прекрасная феечка. В общем, Загида, башкирский народный танец, исполняет Гульнара Гафурова. Вот она от меня никогда не убегала. Прошу. Вот и она тоже убежала, вы представляете? Гулечка, куда ты без чак-чака и меня грешно? Держи. Это тебе. Стой! Это тоже тебе. Стой! И это тебе. Муа! Так, друзья. Второй выход нашей прекрасной Эмилии Карабаевой. Песня «Соловей Хандугас». Башкирская народная. Я сам вынесу, не трогаем, Пюпитер. Выходим поражать меня своей красотой. Поразила! Прошу.
Браво! Я сам отнесу ради вас. Что вы, женщины? Ваша скромность, ваша красота. Так, разумеется, чак-чак, берем вот этот. И вот это вот тоже берем. Спасибо за прекрасное исполнение, спасибо. Так, я удаляюсь временно.
Спасибо, мои сестры, спасибо, мой брат. И короткое объявление. Этот 2024 год для коллектива «Актермэ» необычный. Он богат на юбилеи зимой. Если отметили юбилей руководителя коллектива Гульсины, то буквально через пару месяцев назад здесь, в этом здании, мы провели фестиваль, который называется «Белая юрта», посвященный десятилетию Актермэ. А сегодня отмечаем 270-летие великого сына башкирского народа Салавата Юлаева. Друзья мои, представляете, как это все здорово. А теперь песнь предков. Арух Артар Хаманы. Рахмат. Мин башкорт. Я башкир. Песня в исполнении Гузель Рушановны Шамердянова, певица, исполняющая песни на разных языках, лауреат всероссийских конкурсах.
ташлап, йөрәгем ярылган. Онытма тамырларыңның башкортканы алган. Касы рухлы халыктың аланы һин. Онытма. Милләтендә яңа сафыр һин көрәшкә. Онытма үз тарихыңды, югалтма һин хаклы. Замана фәттәренә башкортың бирешмә. Кызгара түземлек бир алам. Башкортмын дип күкрәгемдә кагам. Кызгара түземлек бир алам. Башкортмын дип күкрәгемдә кагам. Үткәнне күз ташлап, ярһымы йөрәгем. Күпме кырылды һинең акыллы йөҙҙәрең. Тартып алдылар күпме һорамай ерҙәрең. Яҡты уйҙы менән генә бик алға һин атла. Тынып ҡалма бер ниҙән, башҡорт телендән ба. Ҡасы рухлы халыҡтың уланы һин, онотма. Кызгара түҙемлек бир алам. Башҡортмын дип күкрәгемдән ҡағам. Кызгара түҙемлек бир алам. Башҡортмын дип күкрәгемдән ҡағам. Намазыңды табарға бір қасан ашықма. Тіләндің келесегені текіңнің қолында. О біздің хазина, біз хит шуны онытма. Әсеттелің ұтыруға паспортың юғылма. Босқайда түземлек бир алам. Башқортмын дип күкрәгемдән ҡағам. Кызгара түземлек бир алам. Башқортмын дип күкрәгемдән ҡағам. Спасибо огромное, браво, браво. Какие вы красавицы. Гузелечка, не убегай. Позволь тебе чак-чак вручить. И грамм. Спасибо огромное. Кайт илиңә, осы башкорттың. Возвращайся на родину, мой башкир. Исполняет песню на гитаре Яхин Ильнур Радикович, начальник культурно-досугового центра санатория Федосина, войск Национальной гвардии Российской Федерации. Тормыш хәле инде. Минән дә бер калыр дөньяһы, кемгә генә кәртә булмаган һуң зыяраттың ташлы коймаһы. Берәү бәлки шул сак мактап һөйләр, ару кешене әрәм бит, берәү әйтер кисер дигән кебек, хаталанган ирдә әдәм бит.
Достарым, һеҙгә мин саҡта үтенесте әйтеп ҡуяйым. Ҡайғырмағыҙ, йәки маҡтамағыҙ, мин үлгәстәйін зур булайым. Берәүгеҙ торһон, ҡурай уйнап, икенсегеҙ шиғыр уҡыһын, мулла фәлән килһә, хәйеренә китап тоттороғоҙ, уҡыһын. Маҡтамағыҙ, юҡһа дошман әйтер, ҡотолғанға былар ҡыуана. Ҡайғырмағыҙ, әйтер тағы дошман, бер дивана ине, дивана. Әйҙә ватһын улар, ватһын башын, ҡурай сыңлап, шиғыр моңланһа. Ғүмер буйы бер хыялда яндым, йырсы булғым килгәс донъяла. Яшәр әмәл бөткәс сығып киттең. Һин яшәргә алып сәфәргә. Қан ауғанда халқың үҙ илеңдә. Тамырҡайың ҡорой сит ерҙә. Бөтәбеҙ ҙә бергә булһаҡ ҡына. Талпыныр ил ҡағып ҡанатын. Үҙ илеңдә генә милләт үлмәй. Ҡайт илеңә, ҡайт илеңә, ҡайт илеңә осоп башҡордом. Тарих төпкөлөнән бөгөнгәсә һөйләшәһең наҙлы телеңдә. Тик үсмәй бит телең ейәндәргә. Әррәм китә көсөң сит ерҙә. Бөтәбеҙ ҙә бергә булһаҡ ҡына. Ҡалҡыныр ил ҡағып ҡанатын. Үҙ илеңдә генә милләт үлмәй. Ҡайт илеңә, ҡайт илеңә, ҡайт илеңә осоп башҡордом. Ҡайт илеңә, ҡайт илеңә, ҡайт илеңә осоп башҡордом. Ҡайт илеңә осоп башҡордом. Вот видите, все убежали. Так, друзья мои, так как все наши немножечко разбегаются, так, Ильнур, это тебе. Стоп, чак-чак, по-любому татарский, тоже тебе. Так, это потом вручу, да, вручу, да. Так, это тоже тебе. Так, друзья, пока наши прекрасные дамы переодеваются, я хотел бы прекрасным дамам, находящимся здесь, и немножко джентльменам прочитать свой стих. Ой, друзья мои, это тоже текст романса. Я хочу порадовать вас. Оторванный, как я сам. Алексей, представляю. Там, где плескается завтрашний день, я тебя жду, сердце мое. Там, где распустится наша сирень, я тебя жду, сердце мое. Лягут с росой на сухих стебельках этих лугов слезы мои, с искрами солнца, с шорохом трав. Тая в ветрах, как корабли, крыльями ангела я обниму плечи твои, сердце мое, и не отдам никогда никому наши мечты, сердце мое. Мы научились любить и летать, нам не нужны клятв якоря, чтобы у края вечности встать. Сердце мое, радость моя.
Ага, они еще переодеваются. Значит, второй стих. Так, второй стих будет какой? Алиночка, полиричней или понаглее? Понаглее. Второй стих мой самый любимый. Мариночка, представляю, так, прекрасные дамы, для вас. В ладонях подержи меня, как мотылька. Мне небо рубежи, как крик издалека. Ладонями укрой, дыханием поцелуй. Тебе пора домой, а я опять тоскуй. Осенний звездопад нырнет в трясину туч. И в чем я виноват? Я просто невезуч. На ощупь отползти, ослепший и немой, искать и не найти ничей, и только твой. С обломанным крылом, цепляясь на ветру, я пьяным дураком забуду, что умру для вас. Ой, готовые! Так, ну что, прошу, наши прекрасные друзья, Актерме! Афарин.
Браво, рахмат. А сейчас вашему вниманию будет представлен танец «Күршеләрдә кунакта» в гостях у соседей. Исполнит Яхин Ильнур Радикович. Вы с ним уже знакомы, начальник культурно-досугового центра санатория Федосина. Спасибо, друзья. Ну что, Салават воплощал в себе героизм и поэтический талант народа. Он впервые поднял башкирское поэтическое слово как острое оружие борьбы за светлую жизнь. Башкирский народ мечтал видеть у себя не только батыров с мечом, но и поэтов с пером в руке. К сожалению, поэтический талант 22-летнего народного героя не успел раскрыться полностью, но уважение и любовь народа к нему были так велики. И образ Салавата был так тесно и органически связан с народным идеалом, что его поэзия любима и поныне. В творческом наследии Салавата Юлаева известны порядка 500 поэтических строк. Если в стихах «Битва», «Стрела», «Юноше-воину» звучит призыв к борьбе с угнетателями, то стихи «Родная страна», «Соловей», «Мой Урал» отражают возвышенные чувства любви к родной земле. Стихотворение Салавата Юлаева «Тоска по родине». Иля-Иля Сафина. Тоска по родине, маленькое стихотворение, и сколько боли в ней. Тоска по родине, маленькое стихотворение Салавата Юлаева. И послушайте, пожалуйста, сколько боли, сколько любви, сколько тоски по родине. Голубые небеса, реки, рощи и леса, всюду птичьи голоса. Благодатный мой Урал, ты и Родина моя, ты любовь и жизнь моя, ты печаль и песнь моя, благодатный мой Урал. Я стада твои люблю, я луга твои люблю, я снега твои люблю, благодатный мой Урал. Я своей любовью чист,
грозой умытый лист, как поутру птичий свист. Благодатный мой, ура! На чужбине сам грущу, по твоим лесам грущу, по твоим степям грущу. Благодатный мой, ура! Спасибо, огромное спасибо. Трогательно, трогательно и вдохновенно. Так, друзья мои, сейчас маленький сюрприз. Ну, вернее, сюрприз на самом деле не маленький, а крутой. Ой, букет, слова и музыка авторские Марии Бирюковой, она же Мария Браво. Так, ой, ты мне нравишься. Слова Марии, музыка Марии, Сергея Воронцова, Бирюкова Мария, автор-исполнитель, лауреат Международного форума композиторов и поэтов-песенников, неоднократный победитель фестиваля конкурса патриотической песни Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации «Красная гвоздика», лауреат всероссийских и международных конкурсов. Друзья мои, вот сейчас это будет супер, поверьте мне. Мария Бирюкова. Букет. радует мой дом. Чистая роса, отражая небеса, блеском окружит, пробуждает жизнь.
тиши. В одночасье просто стал спасением для моей страдающей души. Сердце бранит, усмирил его мир. Я для твоей души бальзамом стану, мысли все твои займу, ласку отдавать не перестану, мир твой миг переверну. Буду страницей твоих фантазий, твое сердце спалашу. Если будешь ты на все согласен, краски жизни покажу. Душу твою за собой уведу. Улетим в долину счастья и желаний любви, и окажемся во власти взглядом жертву пламя крови. Появился день осенний в суете дрянной тиши. В одночасье просто стал спасением для моей страдающей души. Сердце бранит, усмирил его крик. Свет погас и во тьме, в жарких чувствах горя, встретимся в моем сне. Вот никто не поверит, что я вот там лежал в обмороке. Так, подожди, сейчас, подожди. Тихо, не убегай. Вот, кстати, заметили? Не убежала. Так, Маша, вот, дипломчик тебе. И тебе чак-чак. От наших башкир. Стоп, от меня лично. О, как. Спасибо, круто, прям реально. Спасибо Ой, большое. ну что, продолжаем. Туган Як, родной край, исполнит песню Елисеева Камелия Рамилевна. Автор, исполнитель, участница вокальных проектов и фестивалей, музыкальных шоу-программ, лауреат и обладатель гран-при международных конкурсов Чехии и Германии. Прошу. Tuhan yang kaya tetaman, Tuhan yang Indu sen hazis yaka, Tuhan yang Cincin kaya pişkencan, Tuhan yang aşık kaya lika, Tuhan yang Talpına gönül, talpına aşkına, Yersuana düz gelen, Çilek peşken, dizüne bezgen.
Tıktama ızdır, ızdır, ızdır. Boğazıklaman kaydırman, bit kaydırman, kaydırman. Durumuz götürüp, götürüp, götürüp. Dalbına gönül, dalbına aşkına. Yasayla düz, düz gene. Karanlıkta çiğrek peşkene. Dizöyle düz gene. Karanlıkta çiğrek peşkene. Dizöyle düz gene. Dalbına gönül, dalbına aşkına. Yasayla düz, düz gene. Karanlıkta çiğrek peşkene. Dizöyle düz gene. Karanlıkta çiğrek peşkene. Dizöyle düz gene. Dalbına gönül, dalbına aşkına. Yasayla düz, düz gene. Karanlıkta çiğrek peşkene. Dizöyle düz gene. Karanlıkta çiğrek peşkene. Dizöyle düz gene. Спасибо большое. А сейчас прозвучит моя авторская песня. Я написала и слова, и музыку. И она про мой внутренний мир, про мое душевное состояние. А, кстати, я здесь появилась не случайно, я тоже башкирка. Пойдем со мною весь мой мир. Мне несказанно одиноко. А что есть счастье, эликсир? Мне незнакома беспросветность, серость. Я пылюсь под стеклом, безызвестность, вечность. Я борюсь с этим сном. Следом за мной десятилетия, словно фантом. Ходит несчастье, тихо тайком. Крушит надежды, мечты в мире живом. Я странник пустоты. Каким рецептом исцелить тот мир, что не материален, и мне себя не отделить от всей печали? Беспросветность, серость. Я пылюсь под стеклом, безызвестность, вечность. Я борюсь с этим сном. Следом за мной десятилетия, словно фантом. Ходит несчастье, тихо тайком. Крушит надежды, мечты в мире живом. Я странник пустоты. Спасибо, с праздником! Так, Камилья, не убегаем от Чак-Чака и меня. Так, Чак-Чак тебе. Диплом тебе. А, поцелуйчик тоже тебе идет. Муа! Видали, какой я сегодня скромный?
Так, друзья мои, сегодня мой друг, талантливейший, крутой, классный, Александр Галицкий. Он ради нас собственный фестиваль подвинул, вы представляете? Да, поэт, композитор, журналист, ведущий канала «Спас», лауреат первой премии Международного поэтического конкурса имени Олеси Бузины, лауреат международной сцены «Бессмертного полка», автор документальных фильмов. Саня, прошу. Спасибо, родной, спасибо. Очень много таких рассказов и представлений, так волнуешься, думаешь, как бы не дать штангу, да? Здравствуйте, с праздником, дорогие мои. Я спою несколько песен своих, и к первой песне, которая называется «Родина», у меня есть небольшое предисловие. Я буду рад, если вы послушаете и поддержите меня. Если страна моя, Родина светлая, вновь принимает удар, жить не могу налегке, незаметно я и прожигать Божий дар. Словом и песнею буду бальзамом горький топить лед в сердцах и говорить о важнейшем, о самом вызовах, грозах, боях. Плачет земля моя, но не сдается под этим градом камней. Если оступится и ушибется, я ушибусь вместе с ней. В годы спокойствия, радости сытой всем хорошо со страной. Если же матушка бедами бита, видно, кто трус, кто герой. Правда не выгнется, ложь не отбелится, где же сомнением пастись? Так же туман над рекой утром стелится, солнцем встречается ввысь, дети рождаются, льется молитвою тихая радость на них. Век перемен, и душою открытою мы исцеляем других. Если страна моя, Родина ясная, стонет, но надо еще выше, без устали, тропкой опасною, я подставляю плечо. Родина пахнет полынью, но никогда не горчит. Небо лазурною синью словно со мной говорит. Родина пахнет детством, и на перрон я сойду, чтоб душой отогреться, отпуская беду. Там, где мать с отцом, вышел я лицом, над рекой дали туман стелился, где друзья мои, все вокруг свои, где родился, пригодился. Родина пахнет речкой, скошенным лугом в росе, хлебом сушеным на печке и васильками в косе. Родина пахнет дымом, но не войны, а костра. От Сахалина до Крыма мчатся родные ветра. Там, где мать с отцом, вышел я лицом, над рекой вдали туман стелился, где друзья мои, все вокруг свои, где родился, пригодился. Там, где мать с отцом, вышел я лицом, над рекой вдали туман стелился, где друзья мои, все вокруг свои, где родился, пригодился.
дымом, но не войны, а костра. А Сахалина до Крыма мчатся родные ветра. Там, где мать с отцом, вышел я лицом, над рекой вдали туман стелился, где друзья мои, все вокруг свои, где родился, пригодился. Там, где мать с отцом, вышел я лицом, над рекой вдали туман стелился, где друзья мои, все вокруг свои, где родился, пригодился, где родился, пригодился, где родился, пригодился. Спасибо большое. Следующая песня называется «Письмо деду». Она прозвучала в международной сцене «Бессмертный полк», когда было 75-летие Великой Победы. Василий Лановой ее отобрал под номером 75. Так символично, поэтому сегодня я вам с удовольствием ее исполню. «Письмо деду». Я хочу написать письмо в 43-й родному деду, чтоб на фронте прочел его и ответил: дождись, я приеду, чтоб живым вернулся с войны, а не горькой строкой похоронки, чтобы праздник победной весны с ним мы встретили песней звонкой. Я хочу, чтобы дочь и сын не познали зимы блокады, чтоб народ был всегда един, чтобы были друг другу рады. И если выстрелы, то салют, словно звезды или кометы, смех и песни пусть там и тут, чтобы больше тепла и света, гвоздики над именами героев, что будут с нами на все годы времена. Победа у нас одна, и вечный огонь в сердца горячий. Мы будем за мир стоять и майский рассвет встречать в едином строю, а не иначе. Я хочу пожелать всем нам научиться ценить друг друга, чтобы мир начинался с нас и в сердцах не сквозило вьюга, чтоб никто вас не разделял по цветам, языкам и песням, чтобы дед мой на небе знал: нет войны, если все мы вместе. Гвоздики над именами героев, что будут с нами на все годы времена. Победа у нас одна, и вечный огонь в сердцах горячий. Мы будем за мир стоять и майский рассвет встречать в едином строю, а не иначе. На все годы, времена, победа у нас одна, и вечный огонь в сердцах горячий. Мы будем за мир стоять и майский рассвет встречать в едином строю, а не иначе. Спасибо. Так, а я говорил, что Саня крутой. Я-то говорил. Сань, подожди, чак-чак, надо тебе учить. Держи, брат. Сейчас, подожди.
Нет, это тоже тебе. И вот это. А вот тут я расписался. У меня есть твой автограф. Вообще, вы представляете? Саня, брат, подожди, давай к нему. Спасибо, родной. Разрешите представить следующего исполнителя, Суслова Алексея Витальевича. «Люба мне песня». Он является старшим инструктором по организации культурно-досуговой работы клуба санатория Федосина войск Национальной гвардии Российской Федерации. Встречайте, Суслов Алексей. Люба мне, когда дом разливается и зеленеют рощи по весне, и туман над рекой расстилается. Ай да чего же, Люба мне, и туман над рекой расстилается. Ай да чего же, Люба мне. Люба мне, когда зоренька ясная багрянцем отражается в окне, и блестит в куполах солнце красное. Ай да чего же, Люба мне, и блестит в куполах солнце красное. Ай да чего же, Люба мне. Люба мне, когда песня знакомая разбередит сердечно душу мне, и в кругу за столом вся родня моя. Ай да чего же, Люба мне, и в кругу за столом вся родня моя. Ай да чего же, Люба мне. Люба мне, когда в тихой обители церковный праздник на молебне призывают в Николу святителя. Ай да чего же, Люба мне, призывают в Николу святителя. Ай да чего же, Люба мне. Люба мне, когда удаль горячая наводит страх на басурманке мне. Люба добрая, слава казачья. Ай да чего же, Люба мне. Люба добрая, слава казачья. Ай да чего же, Люба мне. Люба мне, когда дом разливается и зеленеют рощи по весне, и туман над рекой расстилается. Ай да чего же, Люба мне, и туман над рекой расстилается. Ай да чего же, Люба мне. Спасибо. Вытащи.
Смотрите. Пролетело мое детство белым голубем, звонким смехом на прощанье душу окатив. И юность встала на пороге в платье голубом. Так хочу ей прокричать: постой, не уходи. Ярким светом в дом ворвалось утро мая, шум застолья и вино с привкусом тоски. Не молчите, пойте, гости, умоляю, разрывайте мою душу песней на куски. За березки русские, за тропинки узкие, да за речку быструю с чистою водой подниму я полную чарку жизни горькую, осушу до дна ее, пейте же со мной. Далеко теперь от дома дни мои текут, только ночью часто снятся матери глаза. Снится то, как в рощах соловьи поют, вольный ветер, шум травы, до неба бирюза. За березки русские, за тропинки узкие, да за речку быструю с чистою водой подниму я полную чарку жизни горькую, осушу до дна ее, пейте же со мной. Верю, день придет, вернусь я снова в отчий дом. Бате с матерью с порога в ноги поклонюсь. Выйду в поле по траве, пройдусь я босиком. И еще сильнее влюблюсь в свою святую Русь. За березки русские, за тропинки узкие, да за речку быструю с чистою водой подниму я полную чарку жизни горькую, осушу до дна ее, пейте же со мной. Подниму я полную чарку жизни горькую, осушу до дна ее, пейте же со мной. Спасибо. С праздником. Спасибо большое, Алексей. Спасибо за трогательную песню. Подождите, не убегайте. Теперь я вам вручу знак благодарности, что вы с нами. Маленький презент. Спасибо. Спасибо. Так, вот и я вышел, но я не буду читать стихи о любви. Я хочу похвалиться знакомством с одной прекрасной, крутейшей, умницей, красавицей. Давайте ее представлю как положено. Актриса театра и кино, главный режиссер и сценарист Дворца Жуковского. Анна Чернецкая, член Российского союза писателей. Анна Чернецкая, волшебница, композитор, автор, певица и все, что бывает в этой части галактики. Так, теперь это я похвалю знакомство. А теперь хвалюсь я с собой. Мы с ней выиграли романсом конкурс Рахманиновского общества. И сейчас представляю вам Анну Чернецкую именно с этим романсом для начала. Автор текста Андрей Бабин. Так, ничего из зала не полетело, ни кирпича, ни помидора. Автор музыки и исполнитель, владычица морская Анна Чернецкая. А роман называется «Рахманинову». Анюточка, прошу.
Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, романс Рахманинову. Тебе, мой друг, приснится под Рождество в колокола из русской сказки чудо-птица, и ноты на краю стола, и теплая ладонь любимой, что рядом спит уже 100 лет. Вам нет судьбы неотвратимой, ведь для тебя и смерти нет, ведь для тебя и смерти нет. А я хочу романса струи с ладони словно воду пить, волшебных звуков поцелуй помогут вспомнить и простить, что в этот мир опять рассыпал аплодисментов блеску ног. Пусть шанс вернуться к нам не выпал, пусть жизни подведен итог. Ты все равно остался с нами, России сердце подарить над суетливыми мирами плывет души твоей мотив. А жизнь опять придет узоры, здесь и жара, и снега скрип, и вечные все просторы, и пряный запах сладких лиц, и сладкий запах пряных лиц. Спасибо большое, друзья. Вам привет из города Жуковский. Это город авиации, город, влюбленный в небо. Мы проводим очень много авиационных мероприятий, чествуем летчиков, чествуем авиационную историю. В том числе большого друга нашего Амитхан Султана, летчика-испытателя из нашего института, Муса Гареев такой есть, башкирский замечательный летчик. Недавно ему было 100 лет, мы это отмечали. И, конечно же, житель нашего города, тоже летчик-испытатель наш, это Урал Султанов. Замечательный наш герой, член волчьей стаи, член программы «Буран», большой соратник Игоря Петровича Волка и наш большой друг. Мы достаточно часто его приглашаем на мероприятия, и как-нибудь обязательно ваш чудесный коллектив пригласим в город Жуковский. А сейчас звучит моя песня авторская, которая называется «Мой манифест». Немного русского колорита. Красотка она еще может называться. Красотка, ты вырвалась на волю. Забудь свой плен, что сотка, пусть мрамор лжи и боли. Но все, не плачь, девчонка, пройдут и дожди, и этим ты станешь самой звонкой пивуньей на планете. Не может дать грешней клевать зерно. Сказочный ты, вот облака понесся, вот облака.
светится вся в солнечном свечении. Ведь миллионам снится твое предназначение. И знай, любые выси твои под силу крылья, парить себе актрисе со славой и изобилием. Когда же, торжествуя, на землю возвратишься, ты в женщину простую уже не превратишься. Ты в женщину простую, ты в женщину простую, ты в женщину простую уже не превратишься. Далее, это с нами танцует. Давайте тоже. Танцуй же до упаду, шампанского потребуй, как бранную прохраду полученное небо. Теперь в огонь моды, да будет мир контрастен, и жадно пить свободу, и наслаждаться счастьем. И жадно пить свободу, и жадно пить свободу, и жадно пить свободу. Ой, и наслаждаться счастьем. Вдвоем вместе. Най-най-най. Хоп, най-най-най. Еще. Браво, красоточка! Вот такой мой манифест. Спасибо большое, друзья, с праздником. Мира нам всем, любви, согласия и хороших новостей. Так, радость моя, стой! Стой, 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 вот тебе чак-чак от наших башкир. Ай, вот тебе диплом от нашего Ой, вообще красота крутого. какая. Да. Стой, Спасибо. подожди. Стой, стой, стой. Еще один момент важный. Как бы с укором не смотрела на меня прекрасная Алина Варзаш. Ясно? Муа! Во как оно! Ну что? Да ладно. Алло как! Андрюшечка, тебя хватит на всех. Да, но не на очень долго. Через 20 минут в чемодан цинковый. Особенно с поцелуями. А, вот это получше. Покруче. Федор тут нас хочет засмеять. Так. Федя, я сделал лицо и пузо втянул. На самом всё. деле, у нас в Жуковском есть литературно-музыкальный салон в гостях у Анны. Мы с Андреем там два основных ведущих. И всех вас, друзья, приглашаем. И мы там организовали его. Анюточка всех на большую сцену приглашает. Так, друзья, Анна Чернецкая. Будем держать всех в курсе, Андрей. Да, это точно. Так что спасибо. Спасибо. Так, друзья мои, сейчас небесной красоты, небесного таланта, волшебница, хозяйка снов Алексея, Елена Седова, сейчас вас поразит всех просто. Так, давайте коротко про нее. Так, слушай, про тебя написано Я такие вышла, вещи. чтобы ты ничего лишнего не сказала уже заранее. Про нее тут написано такое, что у меня вообще она у нас автор, исполнитель, член Союза писателей России, Московского музыкального общества, лауреат международных конкурсов с авторскими вещами, с авторскими. Вы представляете, для Гульсиночки сегодня большинство от нас авторские вещи, ну, кроме народного творчества, разумеется, нашего всего, главного самого. Ну что, Елена Седова, прошу. Вы знаете, хочу начать с песни о любви. Называется она «Что такое любовь?». Прочту небольшое стихотворение перед ней, и вы увидите клип, который как раз был снят в городе Жуковском, в Пантелеймоновском
монастыре. Вы увидите клип, песня называется «Венчание». Но до этого небольшое стихотворение. Я не знаю, что тебе сказать. Я не знаю, как любовь измерить. Необъятность можно ли объять? Можно ли судьбу тебе доверить? Звезды отражает океан, глубина простора раскрывает. Наша жизнь похожа на обман. В невозвратность время улетает, но хранит без времени мечту. Та мечта границ земных не знает. Ты подаришь мне любви звезду, и она, как солнце, засияет. Хочется ждать и навстречу спешить. Просто скажи привет и улыбнись в ответ. Будет гореть тот свет через десятки лет. Через десятки лет будет гореть тот свет. Просто скажи привет и улыбнись в ответ. Я от чуткого взгляда проснусь на рассвете, утопая в сиянии воздушных лучей. От него даже солнце по-новому светит, словно ближе оно, ярче и горячей. Просто побудь со мной, будто бы невзначай. Просто меня укрой, просто налей мне чай. Просто налей мне чай. Просто меня укрой, будто бы невзначай. Просто побудь со мной. И чем дольше живем, тем огонь этот ближе, тем нежнее и крепче незримая нить. С каждым днем его пламя все ярче и выше. Путь любви на земле неустанно светит. Просто коснись руки, помни и береги. Сердце огонь любви, свято его храни. Сердце огонь любви, свято его храни. Просто коснись руки, помни и береги. Просто коснись руки, помни и береги. Помни и береги. Помни и береги.
Спасибо. Не случайно я так и тему города Жуковский продолжила. Вы увидели сейчас на экранах обряд православного венчания, который проводил батюшка, отец Николай Струков. Он много лет был благочинным Жуковского административного округа. И сейчас, дай Бог ему здоровья, уже не благочинный, но иногда еще служит. И вот благодаря тому, что в наших церквях идут службы, и все молятся, и мы дружим, все народы, так вот у нас все в жизни хорошо и происходит. И, кстати говоря, о межнациональной дружбе, я с 2000 года вела фестиваль, который назывался «Москва. Город мира», потому что Москва — это все пути ведут в Москву. И сейчас я хочу исполнить песню, которая обычно... мы не завершаем наш концерт, но я все-таки попрошу вот замечательные такие башкирские костюмы, потрясающие. Если Фатима к нам присоединится, это будет просто потрясающие наши русские казаки. Все мы дети одной земли. И одно на всех нам солнце светит. И когда мы держимся за руки, в сердце всегда любовь. Давайте за руки возьмемся песню. В принципе, можно и сейчас прям сразу. Давайте. А потом продолжим наш концерт. Закончим песню, посвященную Салавату. А сейчас все возьмемся в дружный хоровод. Представим, что для нас пришло мгновение, когда должны принять свое решение. Сюжет, характер, краски и тональности, что выберем для будущей реальности. Давайте за руки возьмемся, друг другу просто улыбнемся, к истоку радости вернемся и наконец-таки поймем, что мы на маленькой планете, и за нее мы все в ответе. Одно на всех нам солнце светит, и счастье в том, что мы живем. Представим, что при всем многообразии живут народы в мире и согласии. Во всем у них единство и созвучие, и в каждый дом вошло благополучие. Давайте за руки возьмемся, друг другу просто улыбнемся, к истоку радости вернемся и наконец-таки поймем, что мы на маленькой планете, и за нее мы все в ответе. Одно на всех нам солнце светит, и счастье в том, что мы живем. счастье в том, что мы живем.
И счастье, что мы сегодня здесь собрались. И мы продолжаем наш такой замечательный, красивый, многогранный, потрясающий концерт. И слово блистательному, солнцеподобному Андрею Бабину. И скромному, и тихому. Стой, Леночка, давай тихо бери, чак-чак от наших башкир. Заслужила. Да не просто. Так, держи еще вот дипломчик, поцелуйчик. Алексей, не будет ревновать, потому что по-братски только, да. Ну что, прошу. Да, встречайте следующую исполнительницу, певицу, актрису театра и кино, участница гуманитарной миссии в зоне СВО. Кристина Будимир. Здравствуйте. Сегодня я исполню для вас две песни на тему всем нам давно знакомую, близкую, на тему любви. Первая песня прозвучит на хорватском языке. Молитва. Postelja prazna, terasan, a život se topi i nestaje brzo godlanom od dlan, ko razum da gubi. Jer stvarnosti ne primećujem, još uvijek te ljudim, još uvijek ti slepo verujem, ko luda, ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive ravne, više ne brojim. Molitva, kao žar na mojim usnama je molitva, mjesto reći samo ime tvoje, nebo zna, kao ja, koliko puta sam ponovila to, nebo zna, baš kao ja, da ime tvoje je moja jedina molitva. Ne mogu lagati sve dok se molim, pa lažem ako kažem da te ne volim. Molitva, kao žar na mojim usnama je molitva, mjesto reći samo ime tvoje, da poznam, kao ja, puta sam ponovila to, da poznam, baš kao ja, ime tvoje moja Спасибо. Следующая композиция, я думаю, всем будет достаточно известна, поэтому буду рада, если будете подпевать. Песня называется «Шопен». Дотянись рукой твоя, нельзя, нельзя, не смотри мне так в глаза, нельзя, нельзя,
как рука в руке лежала. Нельзя, и теперь мира мало, хоть верь во мне. Я хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой, я дышу тобой. Жаль, но я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой. Жаль, но я тебя люблю. Обманул саму себя, попала в плен. Я всю ночь играл рояль, Шопен, Шопен. Поцелуй на моих губах горит огнем, и вся музыка сейчас ему огнем. Я хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой, я дышу тобой. Жаль, но я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой. Жаль, но я тебя люблю. Обманул саму себя, попала в плен. Мне всю ночь играл рояль, Шопен, Шопен. Поцелуй на моих губах горит огнем, и вся музыка сейчас ему огнем. Я хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой, я дышу тобой. Жаль, но я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой. Жаль, но я тебя люблю. Спасибо, волшебница, красавица, прекрасная фея. А вон и мама сидит, Светланочка, тоже феечка. Да, вот так вот. И Гузель тоже феечка. Так, так, стой, не, это не все, не все. Вот это чак-чак от башкир наших драгоценных. Вот это тоже тебе. Все, спасибо, друзья. А сейчас наша прекрасная соведущая. Гулечка, давай. На самой высокой точке города Уфы, на утесе, возвышающийся над рекой Белой, стоит величественный монумент. Привстав на стременах и могучей рукой натянув поводья, всадник оседлал разгоряченного коня. Среди башкирского народа имя Салаватас прославилось замечательными стихами, зовущими к стойкости в борьбе с врагом, воспевающими безграничную любовь к родине, ее горам, лесам и полям. Народные предания повествуют о том, что когда Салават пел песни, люди с охотой шли в бой, не чувствуя боли от ран, не боясь смерти от пули или сабли. Ай-хай, Салават! Солист фольклорного ансамбля «Актирмя» Андрей Смирнов исполнит песню. Андрей по профессии инженер, кандидат технических наук, работает в Роскосмосе, а в коллективе он на протяжении всех 10 лет с момента основания остается преданным этому коллективу, патриотично исполняет все песни
И выступает на сцене Андрей. Наш человек. Да. Да. Стоечку. Да. Abisigi salbawatasha Sanderim suyin satarim Oran tali bilge hay salawat Man gelege engel satarim Ay salawat Tugan inde kotor Ay salawat Tugan yerden otor Ay salawat Başkortan dokane Ay salawat Uçak yıldızane Akmaganda kiri akidim kei Sokmaganda yerge uğratau Salavatın yere izledim ma Yine olmaz ruhun koraldau Ay salavat Tugan ilden koto Ay salavat Tugan yerden koto Ay salavat Başkortun dokane Ay salavat Uçak yıldızane Yollarına kurma taşımak Paşalarga başaremegende Sidyaklarga başka taşıma Başıma Ay salavat Tugan yıldan koto Ay salavat Tugan yerden oto Ay salavat Başkortun dokane Ay salavat Uçak yıldızane Ay salavat Tugan yerden koto Ay salavat Tugan yerden oto Ay salavat Başkortun dokane Ay salavat Uçak yıldızane Ay salavat Tugan yerden koto Ay salavat Tugan yerden oto Ay salavat Başkortun dokane Ay salavat Uçak yıldızane Браво, браво. Салавату, когда он завершил свой круг жизни, было всего 46 лет, да. Но он запомнился народу 20-летним парнем, поэтом, полководцем, непокоренным титаном, несшим на своих плечах горы надежд, а в пламенном сердце свободолюбивый дух башкир. В одном из последних стихов Салават воскликнул: «Нет, не умер я, башкиры». Слова эти оказались пророческими. В памяти башкирского народа Салават Юлаев навсегда останется национальным героем, борцом за права коренных
жителей нашей страны. С праздником вас поздравляем, дорогие друзья, и на этом заканчиваем наш торжественный концерт. И огромное спасибо великолепному выступающим поэтам, ой, красавцам, красавицам, певцам, певицам, нашим и вот этой вот прекрасной женщине, нашей Гульсиночке. Иди сюда, моя радость. Организатору этого фестиваля, Бахаршиной Гульсине Алтыновне. Огромное спасибо. Она скромная, но невероятно талантливый организатор. Она крутая и прямо это правда. И это правда. Давайте я поцелую, моя радость. Спасибо тебе, моя радость. Спасибо, родная. Спасибо, дорогие друзья, что сегодня были вместе с нами и разделили этот праздник. Спасибо большое. До новых встреч!